Вот уже год Пятимат Жамбулатова не может устроить ребенка в детский сад. Малышу недавно исполнилось 3 года. Родители работают, а очередь в дошкольное учреждение не сдвигается с места. С таким обращением молодая мать планировала обратиться на программу «Диалог с народом». Но, как оказалось, решить проблему можно было и намного проще. Вопросом теперь займется первый зам руководителя администрации главы Ингушетии. Ребенка зовут Дамир, Китиев Дамир. Китиев Дамир, отчество Мехтиевич. Вы в какой садик хотели? Подснежник. Да, он у меня там Мы записан. ее вопрос в течение 2 суток решим. Как правило, большинство вопросов, поступающих в студию во время прямого эфира программы, связаны с обслуживанием в сфере ЖКХ. В ходе выездного приема граждан прямо на месте проблему с водоснабжением удается решить сразу нескольким жителям Карабулака. К примеру, Хамзат Муцульгов жалуется на постоянные прорывы водопровода на улице Первомайская. Позвоните мне, скажите, хорошо, число Мама, 15-го, начато работу или нет? Хорошо? 15 сентября вопрос должен быть закрыт. Не остались в стороне и вопросы трудоустройства. Зарема Далакова окончила Пятигорский государственный технический университет. Проработала несколько лет в службе судебных приставов и теперь ищет новое место по своей профессии. Мадина Гойгова берет вопрос на заметку, а вот проблема Идриса Илхароева требует тщательной проработки. Около 40 семей, проживающих в городке Подьяково, не могут узаконить свои домовладения. Там ситуация какая? С пригородным районом, там был батюшка Абятка, они поселились в этих гаражах, фактически обжились там. Там стоял вопрос, газопровод, там не так, вроде решили этот вопрос. Сейчас в таком состоянии были, это в принципе через судебное решение. Такая же проблема коснулась жителей городка Беркат. Эти маленькие дома здесь появились после событий 92 года. Однако никаких документов, подтверждающих право собственности, у людей нет. Сразу после приема комиссия выезжает на место. Мадина Гойгова дает обещание решить вопрос, минуя судебный процесс. Далее по плану инспекция в парк, открытие которого состоялось на прошлой неделе. Работы по его строительству начались в апреле этого года. И буквально через пару месяцев парк начал функционировать и радовать горожан. С апреля очень хорошо. Я помню, когда вот там у нас гаражи стояли, пустырь был, территория вся заброшена была. Да. Преобразовалась, теперь будем гулять. Да, уже люди, вот сейчас никто их специально сюда не звал, сколько, 10, 11, а после обеда уже люди бывают. Еще один вопрос, требующий внимания – развитие промышленности в регионе. В Карабулаке сосредоточено несколько крупных объектов, успешно реализовывающих продукцию даже за пределами Ингушетии. У руководства завода АТМ грандиозные планы на будущее. Живое предприятие, которое даст и вполне хорошие рабочие места в дальнейшем и на увеличение. И продукция, которая будет котироваться не только у нас в регионе, но и за пределами. Сейчас активно ведется работа по становлению деловых контактов с другими регионами, расширяется рынок сбыта. Так что я думаю, что мы пожелаем только успехов руководству компании. До диалога с народом остались считанные дни. Свои вопросы главе региона Юнусбеку Евкурову смогут задать все желающие. Однако не все они успеют прозвучать в ходе прямой трансляции программы. Некоторые проблемы жителей можно и нужно решать, не доводя до эфира. Именно с этой целью сейчас проходят выездные приемы граждан. Ферида Миршоева, Мейрбек Миршоев, Новости 24.